welcoming on his way now to the cage, Салим Мухиддинов. И первым в клетке Беллатора выходит Салим Мухиддинов по прозвищу Капрал. 25-летний боец из Таджикистана. Представляет он команды AK Таиланд и саму американскую академию кикбоксинга. Начинал он с занятий тэквондо на родине, потом переехал в Россию, увлекся пауэрлифтингом и с 19 лет выступает как профессиональный боец смешанного стиля. Долго тренировался и выступал в Таиланде. Туда его пригласил основатель AK Таиланд Майк Свик. Но в последнее время выступает нечасто, но с повышением уровня оппозиции. После 3 побед на родине на турнире Kunlun Fight одолел хабаровчанина Евгения Рязанова. В последнем бою в американской лиге King of the Cage в Калифорнии рычагом локтя проиграл Умберто Мандинае. Да, группа крови не часто звучит в Америке, в принципе. И именно под эту композицию выходил Салим Мухиддинов. Итак, соперник Салима Эйдел Аль-Тамими по прозвищу Киокушин, 30-летний американец из Лос-Анджелеса, представляет команду Kings MMA. В 2012 году начал драться среди любителей. Первый бой проиграл, второй выиграл и в 2014 перешел в профессионалы. Первое время выступал, мягко говоря, неубедительно. 2 победы при 5 аж поражениях. Но с декабря 16-го дела пошли лучше. Он досрочно выиграл 5 поединков подряд, поправил себе статистику серьезно и получил титульный бой в Kings of the Cage против Хуана Арчулета. Проиграл техническим нокаутом, с тех пор провел 1 бой. В январе дебютировал в Беллаторе, рычагом локтя одолел Брэндона Макмена. Ни один бой Аделя не дошел до судейского решения. Всего 8 побед и 5 поражений. Начинается андеркард турнира Беллатор 229. Майкл Белл в роли рефери. Эйдел Аль-Тамими против Салима Мухиддинова. Полулегкая весовая категория. Итак, начинается встреча. Салим Мухиддинов в синих перчатках, Аль-Тамими в красных. Смотрим внимательно. Все свои победы Аль-Тамими одержал в первом раунде. Также большую часть поединков с участием Салима Мухиддинова не дошли до судейского решения. Салим прессингует, идет вперед. Вынуждая активно двигаться как раз Аль-Тамими. Попытка зайти в борьбу не увенчалась успехом. В левше работает Аль-Тамими. В стойке правши Мухиддинов. Пока Мухиддинов активнее. Не так много пространства за спиной Аль-Тамими. Очень опасный хай-кик был. Да, но воспользовался этой ситуацией. Аль-Тамими идет вперед. Да. Могут возникнуть проблемы в этом положении у Мухиддинова. Под одну ногу сейчас хороший плотный захват взял Эйдел. Затяжной клинч. И оригинально повалил фактически на себя Аль-Тамими соперника. Отдал позицию, гард закрыт. Неужели настолько уверен был Аль-Тамими в своей борьбе, что вот так даже проигрывая позицию, просто на себя завалил Салима Мухиддинова? Немного успокоился бой в этом положении. Очень уж нервно начинали спортсмены. Не так много ударов. Рефери пока не вмешивается. Для Аль-Тамими второй поединок в Беллаторе, для Салима Мухиддинова первый бой в этой организации, дебютный. Для обоих очень важно показать сегодня яркое, хорошее зрелище. Борьба становится затяжной. Да, все. Майкл Белл вмешивается. Ну, секунд 30, наверное, на стиле провели спортсмены. Без единого удара. Коленом очень опасно в очередной раз пошел в атаку Аль-Тамими. Не стал пробивать рубящий удар ногой сверху Мухиддинов. Мухиддинов в последнее время живет в Соединенных Штатах, тренируется в американской академии кикбоксинга. Сейчас попал Аль-Тамими слева. Но Мухиддинову все нипочем. Вот так даже прикрикнул Мухиддинов. И еще один хай-кик. Справа опять же. Ну, со спарринг-партнерами и подготовку Аль-Тамими тоже все в полном порядке. В его углу был замечен Бенил Дариуш. В том числе. Заметно нервничает Эйдел.
суета действительно присутствует в его действиях. Возможно, это и часть плана. Хороший лоу-кик по внутри стороны бедра. И постоянно заваливается на настил. Тяготеет к борьбе. Боец в красных перчатках. Менее 2 минут до конца первого раунда. 8 побед в активе Альтамиме, из них 5 болевыми и 2 удушающими приемами. Лишь однажды он своего оппонента нокаутировал. В общем, тяготеет к джиу-джитсу Эйдл. Именно поэтому постоянно он пытается Мухиддинова затянуть на настил. Но Салим не идет в борьбу. Видимо, рефери еще раз вмешается. Вот если еще один раз так умышленно пойдет в борьбу и окажется по своей воле на настиле Альтамиме, то, возможно, и предупреждение получит. Продолжает прессинговать Мухиддинов. Будет ли выбрасывать еще один удар ногой? Двигается назад по диагонали Альтамиме. Все время у сетки, мало пространства у него за спиной. Отчаянная попытка провести тейкдаун. Вновь неудачная. Но Мухиддинов, в общем, пока что очень уверенно работает, демонстрирует хорошую защиту от тейкдаунов. И второй эпизод в борьбе. Во второй раз Мухиддинов работает из атакующего положения. Правда, в первой подобной ситуации он практически никакого ущерба не нанес сопернику. Сейчас у нас последние секунды первого раунда. Ну и вполне вероятно, что в судейских записках эту пятиминутку отдадут Салиму Мухиддинову. Есть такое ощущение, звучит гонг. Все-таки будет второй раунд в этом противостоянии. Еще раз напомним, что все 5 поражений у Эйдола нокаутами. При этом лишь 2 боя с его участием дошли до второго раунда, и оба он проиграл. Как вы, Алексей, отметили, нокаутировали его соперники. Это сделали Маркус Бонилла и Крис Авила. Да, и тот же Хуан Арчулета тоже с ним долго не церемонился. Отличный поединок в 1/8 Гран-при полулегковесов Хуан Арчулета провел против Патрисио Фрейра. Да, он уступил, но встреча получилась очень содержательной. Пока почти пустые трибуны, вечер только начинается. Бойцы готовы, и сигнализирует Майкл Белл о том, что начинается второй раунд в этом противостоянии. Хай-кик от Мухиддинова. Было попадание в пах. Есть 5 минут у Альтамиме для того, чтобы прийти в себя. Ну, все пошло не по плану для Эйдола в первом раунде. Будем откровенны, не так много у него получалось. И также будем надеяться, что не воспользуется этой ситуацией Альтамиме для того, чтобы не продолжить бой. Да и подсчет очков ему ни к чему. Да и подсчета, скорее всего, здесь не будет, потому что середина боя еще не прошла. И также, да, с трудом сейчас пытается подняться на ноги Эйдл Альтамиме. Майкл Белл спрашивает, насколько все плохо. И Альтамиме показывает, что с каждой секундой ему становится все тяжелее и тяжелее. Ну, там не было акцентированного тяжелого удара.
Скорее пришелся такой фронт-кик вскользь. Слегка навстречу получилось. Но опять же, мы всегда исходим из того, что спортсмену действительно плохо. И вот сейчас вся эта боль отражается в глазах Эйдола. Определенный скепсис на лице Майкла Белла. Уже в третий раз он спрашивает, все ли в порядке. Но в таких ситуациях традиционные 5 минут есть у спортсмена для того, чтобы все-таки принять решение о том, может он продолжать или нет. Но пока что вот все говорит о том, что вряд ли Эйдол Альтамими сумеет встать и вновь вступить в бой. Да, но контест возможен в этой встрече. Ни о какой дисквалификации Мухиддинова и Ричи быть не может. Поэтому на 99,9 это может быть только no contest. Ну, давайте поболеем за Эйдола Альтамими, чтобы все-таки справился он со всеми своими неприятными ощущениями. Все-таки поднимается на ноги, аплодирует ему Салим Мухиддинов. И, похоже, встреча продолжится. Практически все время использовал Альтамими. Со временем паузы. Вертушка мимо цели. Активное продолжение боя. С разножки здорово выбросил Салим удар. Да, такой ответная любезность была. И сейчас Мухиддинов говорил, что да, было близко тоже от попадания в пах. Прихватывает соперника за ногу, но приглашает Салим Мухиддинов Эйдола к продолжению боя в стойке. Тамими очень опасается Мухиддинова именно в стойке и постоянно отходит. Второй раз по печени. Мидл-кик пробил. Эйдол. Правый прямой. Силовой удар получился у Салима. Подсказывают Альтамими, что руки надо держать повыше. И просто спасается Эйдол. Последние, наверное, минуты полторы уходит он от боя. Преследует его по всей клетке Салим Мухиддинов. Слева попал. И еще один хайкик через защиту, но тоже неприятно. Очень мало пространства постоянно у Эйдола за спиной. Спотыкается и приглашает в борьбу. Своеобразный получается поединок. Чистое попадание сейчас было в челюсть от Салима Мухиддинова. Он превосходит соперника просто кратно в скорости, прекрасно чувствует дистанцию Салим. В общем, просто делает все, что хочет практически в клетке сейчас. Главное, чтобы не заигрался. Скорбовцы на голову перевел акцент. Здесь опасно. Выстреливал и попытка тейкдауна. Очередная. Все-таки затащила Мухиддинова Альтамими в борьбу. Середина боя. Гард открыт у Эмими. И соперника из этого положения он выпускать не собирается. Так хотел Эйдол бороться, но в итоге на настиле даже не пытается что-то придумать.
удается Мухиддинову наносить удары. В этом поединке Салим Мухиддинов выглядит как такой заправский нокаутер, преследует соперника, осыпает его тяжелыми ударами. Но на протяжении своей карьеры, как правило, Мухиддинов делал ставку именно на борьбу, и 3 у него есть победы удушающими приемами И всего 1 нокаутом. Let's go, gentlemen. Let's work action. Вполне вероятно, Майкл Белл вновь вмешается. Наступает последняя минута 2-го раунда, и да, пока что ничего абсолютно не получается у Эйдела Аль-Тамими. В стойке он выглядит суетливо и просто уходит от соперника, стараясь делать его удары или удерживаться на безопасном расстоянии. В борьбе также мы видим, что вынужден обороняться Эйдел. Отключил руку сейчас Мухиддинов сопернику. Опасная ситуация и почти уже взял на распятие. Начинают летать удары в голову Аль-Тамими. Причем удары жесткие, хоть и на коротке. 30 секунд, слышим, по-русски подсказывают Салиму Мухиддинову. Очень грустно за этим боем наблюдает Бенил Дариуш на заднем плане. Его коллега по цеху уступает. Ждет уже откровенно Эйдел Аль-Тамими окончания этого раунда. Отмучился, скажем так. Есть минута, чтобы передохнуть. И затем окончательная 3-я пятиминутка. И Тони Джонсон на наших экранах, но вы, наверное, сразу поняли, что никакого отношения этот Тони Джонсон к тому тяжеловесу огромному, который в последнее время выступает в России, не имеет. Но с Джо Шиллингом наверняка многие из вас прекрасно знакомы. Он в первую очередь кикбоксер, только потом боец ММА. Но в последнее время дела у него идут очень хорошо, когда он выступает в клетке. Такое ощущение, что Аль-Тамими немного перегорел еще перед началом этой встречи. Ну и также есть ощущение, что попытался он сделать ставку на борьбу в первом раунде, и как только понял, что не получилось, растерялся, потому что плана Б у Эйдела, судя по всему, нет. Так, немного пошатнулся Эйдел. Правой ногой много работает сегодня Салим. И, как правило, в начале раундов хороший отрезок, ну, если сравнивать со всеми остальными, проводит Эйдел, дважды попал сейчас по нему Салим Мухиддинов и сразу уходит вниз, стараясь в свою стихию затянуть соперника Эйдел Аль-Тамими. Да, такими действиями Эйдел просто выводит из себя Мухиддинова. Начинает он злиться. То есть получается, что отчасти добивается своего, но, опять же, борьбы-то нет. Хороший правый прямой был. Да, точно в челюсть, но Аль-Тамими устоял. Хорошая комбинация. И вновь на спине Эйдел Аль-Тамими. Последние годы, наверное, уже очень мало таких поединков, где настолько откровенно один из спортсменов просто постоянно уходит вниз на настил. Вот сейчас хорошая ситуация для Мухиддинова, чтобы досрочно закончить бой, но нет. Вновь в гард затягивает его Эйдел. Пытается вязать. Не тратя их сил Мухиддинов. Да и затем
зачем это делать. Получается такой настоящий D-класс в исполнении Салима. Очень уверенно Мухиддинов выступает и вообще отличное впечатление производит этот боец из Таджикистана. Хорошее пополнение для полулегкого дивизиона Беллатора. Именно в этом весе, напомним, сейчас проходит гран-при. Уже позади стадии 1/8 финала. Определились четвертьфиналисты. Там все очень интересно. Если будут паузы в сегодняшнем турнире, обязательно об этом расскажем более подробно. За экватор перевалил тем временем у нас третий раунд. По-прежнему доминирующее выступление демонстрирует Салим Мухиддинов. Пытается выдернуть все-таки правую ногу. Салим выбрасывает удары неприятные и по корпусу, и по голове. Здесь можно и локоть подключить. Абсолютно односторонний бой, и берет узел плеча ненадолго. Как раз сейчас говорили Эйдолу об угрозе Кимуры. 1,5 минуты. Уже меньше даже боковой контроль. Плотно по корпусу сейчас набрасывает удары Салим Мухиддинов. Растягивает соперника. Да, осталось освободить правую ногу, и совсем может все печально сложиться для Эйдола Альтамими. Готовит удушающий прием Салим Мухиддинов. Если проигрывал Альтамими в своей карьере, то проигрывал только нокаутами, то есть только досрочно. Здесь нужно продержаться еще 40 с небольшим секунд, и тогда он проиграет решением. И вообще это будет первый поединок в карьере Эйдола Альтамими, который дойдет до решения. В послужном списке Салима есть 2 победы решениями над Анваром Чингизом. Правда, в далеком уже 2015 году. И над Робертом Оболенским. Осталось Альтамиме дотерпеть совсем чуть-чуть. Последние секунды боя. Взрывается серия ударов Салим Мухиддинов, но уже, судя по всему, смиряется он с тем, что бой дойдет до решения. Ну что ж, здесь никакой интриги нет. Поздравляем Салима Мухиддинова, всех зрителей, кто его поддерживал в этом бою. Да и оценки здесь могут быть совершенно разные. Может быть и 30-26, а может быть даже и 30-25 кто-то поставит. По большому счету, действительно, разницы никакой нет. Напоминаю вам, уважаемые телезрители, что вы можете заходить в официальную группу телеканала Матч Боец ВКонтакте прямо сейчас. Там открыто обсуждение. Если будут большие паузы между поединками, мы постараемся ответить. Так что заходите, не стесняйтесь. Заодно и подписывайтесь, кто еще не подписан. Очень важный бой для Салима Мухиддинова. Он проделал длиннющий путь для того, чтобы оказаться в этой клетке. Напомним, что начинал он на родине, в Таджикистане, с занятий тэквондо, потом переехал в Россию. Здесь работал, долго единоборствами не занимался, увлекался пауэрлифтингом, затем оказался в Таиланде, причем поехал туда, насколько я знаю, на отдых, и остался в AK Таиланд, выступал в Азии. И вот сейчас тренируется в Американской академии кикбоксинга и дебютирует в Беллаторе, в организации, которая, считается второй по раскрученности в Америке. В общем, одна из лучших, это точно. Одним словом, отличный дебют, более чем уверенный. Но отдадим должное Эйдолу Альтамими тоже. Усомнились мы в том, что он вернется в бой после пропущенного удара в пах, но молодец, нашел в себе силы встать и продолжить биться в ситуации, которая ему абсолютно ничего хорошего не предвещала.
ждем Майкла Си Уильямса, бессменного ринганонсера организации Беллатор. И совсем скоро Анатолий Токов начнет свое движение к клетке. Ladies and gentlemen, for the decision, we'll go to your three judges at cage side. Your first judge, Glenn Paulson, scores the fight 29-27. Judge Ron McCarthy sees it 30-26. And Judge Luis Cobian sees it 30-27. I'll have it for the winner by unanimous decision, Salim. Единогласное решение, но оценки были разные. Но и удивительно, что один судья посчитал 29-27, А другой 30-26.